Друзья, вот и прошел турнир Найза 59. Запомнился он нам огромным количеством интересных боев, конкурентных. Были камбэки, был номинант на бой года, как минимум. Ждем сегодня информации про бонус. Надеюсь, она будет. Думаю, что пообсуждаем все это, но начнем, как обычно, с оценки турнира. Нурбек, по 10-бальной шкале, сколько ты дашь Найза 59? Ну, если сравнивать его с февральским, допустим, этот турнир, конечно же, можно сказать, по зрелищности, наверное, не такой получился, как тот, но при этом, при всем, здесь были свои поединки. Заполняемость была, наверное, меньше. Не, наверное, а конкретно мы продали около 3000 билетов, хотя здесь около 4000 мест было. Ну, в принципе, посещаемость так была где-то, можно сказать, на 50-60%. Да? Но при этом, при всем, знаешь, было много сложностей, да? Ты сам знаешь, что там случился инцидент. Ну, что-то это, возможно, и дало хорошее, возможно, как бы мы какие-то выводы сделали для себя, поработали над ошибками. При этом, при всем, я рад, что мы с командой не повелись на, знаешь, на вот эту дешевую популистическую тему хайпа и все-таки вовремя отказались от этого поединка и вообще в целом от этих бойцов. Почему? Потому что Найза это не про это. У Найзы другие принципы, у Найзы другая история. Мне многие писали, типа, вот сейчас это подхватят другие промоушены. Я говорю, ну, слава богу, пускай подхватят там как бы. Лично мы этого делать не будем. И, знаешь, в команде никто не сожалел. Я вот рад этому. Почему? Потому что мы сегодня вот с этими ребятами, со всеми вместе с вами работаем над тем, чтобы формировать культуру, формировать такую здоровую нацию, здоровых детей, которые будут смотреть на таких бойцов, как Жуман Жумабеков, Ахан Кушенов, Алиби Идрис, Асу Алмабаев, Шавхат Рахмонов и многие-многие другие, и чтобы они хотели становиться, знаешь, нормальными людьми, да, как бы это банально не звучало, но воспитать и после себя оставить такое, знаешь, как бы какое-то наследие, которое будет вести детей, вот эти ролевые модели будут вести в правильное направление. Это наша миссия, наша задача. И я рад, что я и наша команда это понимают. А так в целом, я вот по боям сегодня смотрел, мне очень понравились поединки, о которых я реально так сильно не зацикливался. Допустим, если там сравнивать Алиаскара, да, которого мы так все сильно ждали, он сегодня ничего не показал, но при этом, при всем его соперник, который вышел на замену, дал ему хорошую такую взбучку. Да, Алиаскар не проиграл, но при этом, при всем, можно сказать, что как бы Алиаскару было очень сложно, да. Не знаю, что сказалось, там может быть простой, может быть реально вот это последнее поражение или на коротком уведомлении соперник вышел, да, там, то есть сегодня заменился и там с весом какие-то вертики были, но при этом при всем мы видели очень много пробелов, над которыми Алиаскару надо работать. Скорее всего, сказалась вот эта тема, то, что Алиаскар, знаешь, он реально циклично тренируется из-за того, что работает, очень много работает, и он тренируется там перед боями только, ему нужно жить этими. Он физически, он духом, он очень технически сложен, очень крутой боец, но вот этот простой влияет на него. Ну и про другие, я, наверное, оценку ждут. Как на свадьбе. Ну, скажем, знаешь, как бы 6-7 баллов, я считаю, что можно дать даже, ну, на твердую шестерочку мы там поработали хорошо. Жуман, от тебя хочется услышать оценку и, наверное, то, что тебя больше всего в этом турнире зацепило. Мен Нұрбек ағамен толық келісемін. Басында бір қызықсыз бойлар болды, өйткені жаңадан шығып жатқан қарсыластар болғанмен, жаңадан келіп жатқан спортшылар. Бірақ енді главный жекпе-жектерге келетін болсақ, мен таңғалдырған бәрі көрдім. Онда мен өзім жанкүйер болған осы Рүстем Құдайбергеновпен жаңағы Ресей Форсы Данилов арасындағы керемет жекпе-жектің куәгері болдым. Сөзсіз өте тартысты жекпе-жектер болды. Енді өзің айтқандай, Миша, жыл жекпе-жектің лайық жекпе-жектердің бірі. Ал енді одан кейін бөлек Шин мен Булачев арасындағы өте тартысты жекпе-жек. Енді кореялық спортшы жарақатына байланысты жекпе-жекті жалғастыра алмады. Өйткені кореялық спортшыларды білеміз, өзінің төзімділігімен, шыдамдылығымен танылатын спортшылардың бірі. Сол себепте өкінішті, әрине жекпе-жек бола біткені, бірақ мен ол жігіттерден үлкен бір тартысты жекпе-жек күткен болатынмын. Нұрбек ағамен толық келсем, 6 немесе 7 баллдық турнир. Ты сейчас вспомнил Кудайбергенова, и я видел, что ты прям уже наушники снял, сам его секундировал, процент попросишь? Жоқ, өйткені оны білем, өтіп жүрген жолын білем, қандай қиыншылықтың келіп жатқан. Ол да Алаш Прайд турнирында жекпе-жегінде жеңіске ұшыраған. Сол үшін бұл жекпе-жек оған сақадай сай керек болды. Бүгінгі таңда жеңіс
сол секілді мен бауырлық ағалық ақылымды айтқан болатынмын. Дидар, мы с тобой вместе смотрели весь турнир от начала до конца. Я думаю, что у нас вообще с тобой ощущения о нем схожи, но давай тоже. Что больше всего запомнилось и какую оценку дашь турниру сегодняшнему? Мы на протяжении всего репортажа делились какими-то впечатлениями. И, как по мне, я бы не стал там выставлять оценку. Я всегда пытаюсь заметить что-то хорошее, позитивное. И здесь это бой Алиаскара. Ну, наверное, с точки зрения выступления его оппонента. Мы постоянно говорили о том, что этот парень нашелся сегодня. Мы ждем от него, 3 минуты, вот про себя, да. Это все равно проскальзывало где-то в эфире. Он выходит, первую 5-минутку продержался. Вторая 5-минутка, мы с Мишей спокойно говорим, 3 минуты, сейчас контроль от Алиаскара, все что-то такое, все. Переворачивает ход. 2 минуты, забирает. Мы смотрим статистику, видим там 42 против 6 ударов у Алиаскара. Оба пребываем в шоке. Глаза с 5 копеек. Все, смотрим. Третий раунд. То же самое проделает этот парень. Да, потом мы узнаем, что он должен биться в другом промоушене. Но это было круто. Безумно порадовали Данилов с Кудайбергеновым. 15 минут, супер напряженный, выжил, удержался, да, парень в бою. И мне кажется, это такое украшение. И эти парни заслуживают там какого-то бонуса и так далее. Но когда требуют болельщики, это всегда прикольно слышать. Мне тоже понравилось. Болельщики требуют. Бонус – хорошая тема. Когда ты делишься заработанными деньгами от ивента, допустим, ну, фанатов не объяснишь, да, что как бы мы не заработали. Можем поделиться минусом. Да, минусом можем поделиться. А так, знаешь, что интересно было? Боец индийского, выход индийского бойца, видели, да? Под Джимми, Ача. Я сегодня был, если честно, в восторге. Эта песня играла у меня, наверное, в голове еще с раннего детства. На свадьбах ее включали, где только мы ее не слышали. И она, знаешь, когда ее включили, я так обрадовался, засмеялся. Хотя я не такой прям меломан или танцор, но при этом, при всем, я видел вот эти движущиеся плечи у многих болельщиков сегодня. И вот это рев толпы, там сотни болельщиков индийского бойца в Алмате, это было круто. Молодец, парень. Слушай, раз про него уже сказал, про Мухаммада, то хочется узнать его будущее, потому что я, когда выходил сейчас за вещами, ко мне подошел Ермахан, это вот бывший мобилограф Лиги Найза, сейчас мобилограф команды Дартим. Он говорит, хочу бой с ним. Потом подходит ко мне еще один боец, не буду называть его фамилию, говорит, хочу бой с ним. И ко мне 3, по-моему, человека подошло и говорят, хотим бой с Мухаммадом. У парня есть уже какая-то фан-база, видим, как его побеждать. Ты кого хочешь с ним видеть в следующем бою? Знаешь, это прикольно, что с Мухаммедом хотят драться, да, там, ты сказал, Ермахана, еще пару бойцов. Я думаю, все-таки этот парень, он прогрессирует. В прошлом поединке он буквально, знаешь, в каком карде дрался, я помню, где с Нариман Абасов. Ему тогда очень сложно было, мы тогда с Дидаром комментировали. Он с узбекским файтером дрался, и, знаешь, очень сильно меня тогда удивил своей выносливостью и упертостью. То же самое, я в начальных ранних минутах раунда, наверное, думал, что он проиграет. Почему? Потому что он падал все время, что-то спотыкался, какая-то такая неустойчивая стойка была, но при этом, при всем, все время шел, кадрил, то есть хотел там перевести и там, хотел контролировать соперника сверху. И вот это Хабиб ставил, да, школу, мы и сегодня увидели, и тогда увидели. Да, может быть, не совсем, как говорится, зрелищно, не совсем, как, может быть, даже местами где-то скучно, но при этом, при всем это дает такой, да, стабильный результат. Он выигрывает. И знаешь, с кем бы я хотел, надо отдать должное, это, да, хороший боец, но при этом, при всем, это не можно, Ермахан чемпион мира, чемпион Азии, призер мира. Там Багдад Жубаныш то же самое, да, это крутой боец Казахстана. Казбек Саган тоже крутой боец Казахстана. Надо начать уже снизу, я думаю, вот Абылкасым для меня это такая хорошая история. Мне кажется, у них четкий такой, если, возможно, даже всю дистанцию поединок будет. Почему? Так что и сегодня и Мухаммед, и Абылкасым, который будет драться там в следующем карде, в 60-м карде, они до этого доказывали, что они там терпеливые ребята, могут пройти всю дистанцию и кость-кость дерутся. Я думаю, Абылкасым, если сейчас проходит следующего своего соперника, я думаю... А в минимальном весе или... Да, этот вес сегодня, знаешь, он у нас такой стал... самый минимальный вес у нас стал самым тяжелым
В каком плане? В плане имен и в плане титулов. Там около 7 чемпионов мира по разным дисциплинам собрались. Я тебе могу сейчас на пальцах даже пересчитать, там типа Казбек Сагын, трехкратный чемпион мира по рукопашному бою, Багдад Жубаныш, трехкратный чемпион по ММА, Ермахан, двухкратный призер мира и чемпион Азии. То есть международников куча. И вот там присоединяется к ним еще парень там с Узбекистана, тоже чемпион, с России, там переговоры ведутся, там парень тоже чемпион мира. И вот там 6 или 7 чемпионов мира по разным дисциплинам. Грэпплинг, рукопашный бой, ММА. И это 53 килограмма, брат. Я говорю, это вес... Мне так кажется, что за ним будущее. Это скорость, это эффективность. Да, может быть, каких-то нокаутирующих ударов не увидим, но Казбек хотя показывал, да. И Шинк, Казбек, до этого Багдад показывал, что нокауты можно сделать. Я думаю, что это со временем такой приобретет, знаешь, как бы фишку. То есть Найза может стать домом для бойцов минимального веса, который не так, наверное, востребован на Западе, но в Азии самое то. Ну, в Азии, по-моему, только One Championship делает Да. для них бои. И, получается, Лига Найза. Жуман, хотел у тебя спросить про выступление Булачева. Тоже в доминирующей манере сегодня разобрался с своим соперником, просто уничтожил ему ногу. Какое ты видишь будущее у этого бойца? И, может быть, есть какие-то у тебя интересные варианты соперников для него? Иә, мен Булачевта, естеріңізде болса, біздің Акула атты қазақ спортшымен жекпе-жек өткізген. Мен сол жекпе-жекте осы жігітке көз салғам қай тараптан. Өте тәжірибелі, жас, буын, болашағы бар спортшылардың бірі. Оны бүгінгі таңда тағы да бір дәлелдеді. Кореялық спортшыны, өте тәжірибелі спортшыны ұтты. Сол себепті бұның өз айтып өткенде амбициясы тек титульный бойлар, кілең мықтылармен төбелесем де бәріне дайын тұрған жігері. Сол үшігіне осындай жігіттерге көп мүмкіндік беру керек. Бұндай жігіттердің лигамызда болғанда жақсы, конкуренция болады. Сол себепті өте мықты, болашағы бар жігіттердің бірі. Мы с Хабибом записывали интервью. Такой, может быть, немного неочевидный выбор, но, как по мне, вот после боя Серкула, это парень, который обладает нужным кардио, нужными навыками. Это не только борьба, это не про, там, как бы это ни говорили, одеяло и тому Это, подобное. скорее всего, наоборот, про ударку. Ты видел, как он ногу-то отсушил? У него, он мастер Он спорта. сломал ногу. Мастер точно. спорта. Нет, он Говорят, чемпион перелом. Дагестана по тайскому боксу. Он Да. тренируется в Дагестан Тим, так что там тоже, это не про борьбу, это не в первую очередь про это про комплекс. И Булачев, как по мне, это человек, который там через бой, может быть, будет биться за титул, если не растеряет ход. Бір қызға, достар, Булачевтың менеджері қазақстандық қыз. Девушка из Казахстана, менеджер Булачева. Это прикольная история для меня. Только я не понял, как они нашли друг друга. Это, кстати, она является менеджером еще Балаусы, Муздиман, других боксеров. И... Она и сама, по-моему, боксер тоже. Ну, практикует бокс, да. Да, на самом деле интересная история. Я вот подумал, что, может быть, Булачева с Кошеном свести. Классная история. Я вот до этого, когда Жуман рассказывал про это, в голову мне такая история пришла. Но смотри, Кошен, я так понял, зациклен на Абушке, да? Иә, олар Абу екеуінің арасындағы түсініспеушілікті мен біліп тұрмын, қай жерден келатқан. Абу Сабит Жүсіпті ұтып алды. Бұл екеуі бір командадан, бұл соның есесін қайтарғысы келіп жатыр. Мен түсінгенімше, Кошен. Абу негізінде бас тартатын жауынгерлерден емес. Ол деген мен ойымша қазір бұл шақырған уже осымен екінші рет кеше Стердаунда да айтып қалды, иә? Пресс-конференцияда ма бір жерде айтып қалған сияқты. Иә, кеше Или интервьюда ма бір жерде айтып қалды. Осымен мынау екінші рет айтып жатқаны. Мен міндетті түрде бұл Абудың құлағына жетеді деп ойлаймын. Сондықтан бұл жерде бірінші қарап алу керек. Сейчас вот этот момент надо разобраться между Абу и... Хотя Абу боец веса там 62 килограмма, ну 61 и чем-то, а, допустим, Кошен это 66. Не, ну, Кошен Конечно, говорит, что хочет драться 61 тоже. конечно, логичнее было бы с Булачевым увидеть его. Ну, такой... Здесь какое-то внутреннее такое противостояние хорошее нарисовывается. И, соответственно, вот и с Булачевым. С Булачевым надо... Я считаю, что Булачева можно еще один раз проверить хорошо. Нужен какой-то соперник, просто надо интересное имя найти. В принципе, да. иә, жаңа Нұрбек аға өзіңіз айтып өткенде Абу бас тартатын жауынгерлердің бірі емес. Ол кеше Кушен айтқаннан кейін Абудың историясын қараған болатын Инстаграм парақшасында. Ол айтып жатыр, келесі ивентте кез келген мен шығуға дайынмын деп. Сол секілді мен үшін ойлаймын, осы жекпе-жек, керемет жекпе-жек көрермендер үшін. Абу де мықты, Кушен де мықты, шын мықтыны анықтау керек секілді. бір айдан кейін дайын бола алмай ма? Шыға алмай ма? Бір айдан кейін ба? Жоқ, Келесі енді турнирге мүмкін. в принципе, Кошен Сабитте қатты болады. терлеген жоқ ғой деймін. Бірақ енді дайын мына...
Бұл жаңағы бұл жаңағы мен қасыма келіп, вот интересно, ты же ругался про себя внутри. Ну, все равно был недоволен тем, что ребята там выступали на Панкратионе. И Кушен только что подошел ко мне и говорит: Нурбек Агай, говорит, я, говорит, ребро повредил. Я видел, Да. я подошел к нему и видел, что у него травма У ребра. меня ребро, я на Панкратионе, но мне так стыдно было отказываться от боя перед вами. Говорит, я вышел, говорит, на бой, говорит, ну и вот мне надо было досрочно выиграть. Хороший пацан, если бы он мне в ребро попал, говорит, возможно, бой пришлось бы, ну, слиться, да. А так я, говорит, вышел из-за того, что, как бы, ну, из-за уважения там. Ну вот стоит отметить, насколько на самом деле переехал вообще Кошен Романа Аракеляна. Я, честно, когда увидел на бумаге этот бой, когда его анонсировали, был уверен, что будет намного более конкурентное противостояние. Я думал, будет рубка. Насколько сейчас Кошен хорош, и вот действительно жалко, он не хочет драться за титул. Я не очень понял, почему, потому что с Достаном они же в разные клубы представляют. Ну, разные клубы, они спарринг-партнеры, бывает такое, симпатия какая-то, дружба, да, там, на расстоянии, они там в одних сборах, кто-то из них ездил в Топет. Дастан такой приветливый, очень хороший человек, и Кушен, ну, они, знаешь, такие ребята, как бы, веселые. Я считаю, это нормальное явление. И бывает такое, что люди там дружат и так далее, и так далее. Но, конечно, если вопрос принципиальный будет, я думаю, там тренера есть и так далее, и так далее. У нас в Казахстане это, видишь, ярко выражено есть, но при этом, при всем, я часто вижу конфликты такие, ну, имеется в виду в боях, то есть. Уже люди понимают, что, допустим, если посмотреть на Америку, на тот же UFC, да, мы же видели там это, как сказать, можно назвать целой эпохой, да, противостояния там между американцами и американцами, да, образно говоря. И тут же не том, что там мы такие, они вот такие. Это история, это конкуренция. На чемпионатах Казахстана дерутся все ребята с Казахстана, то есть никто там с России не приезжает или там с Америки. Все дерутся ребята с Казахстана, так что в этом плане никаких проблем нету. Если будет интерес, если будет, знаешь, чем смотреть все время куда-то, мы должны здесь большую шикарную историю создавать. Мы должны из определенных там количества бойцов вывести одного хорошего, потом его с мега какой-то большой звездой, вот как сегодня Даулет. Вот красавчик парень, да. Несмотря на, как сказать, на то, что там актер, несмотря на то, что чемпион мира по панкратиону, несмотря на то, что там тоже хорошо тренируется, но он знает, как бы, да, говорит, я не буду гнаться за профессиональным титулом. Ну, парень, красавчик. Почему? Потому что, может, определенно свои кондиции понимает, да? Ну, говорю, давайте медийный пояс, но при этом, при всем, кому не даешь, со всеми соглашается. Тоже молодец, да? Красавчик, подрался там. Ну, что значит медийный пояс? Да, он, во-первых, хочет медийный пояс, ну, чуть ложку дегтя. Все равно соперник Даулета был, ну, не ровнее ему, честно. Парень, видно, что как будто первый раз вообще дрался. Хотелось бы его посмотреть с кем-то. Он первый раз дрался. Ну, По я профи, в я профи думаю, что бой. и не только по профи. Ну, он боялся. Не, рукопашные бои я видел. Ну вот просто хочется его посмотреть с кем-то действительно интересным, может быть, с кем-то, у кого есть какой-то Я как профессиональный раз, знаешь, вот в чем отличие? Я как раз таки про это и говорил в интервью, там, канал Спорт Плюс, после этого поединка прям, и до этого поединка. Знаешь, в чем прикол? Когда мы вчера на Страдауне стояли, я видел мощную уверенность от этого парня, который хотел там с ним там схлестнуться прям. Он, знаешь, был спокойный, он говорит, я его изучил, посмотрел. И помнишь, я тебе все время говорил, вот эта неуверенность и сомнения, когда закладываются в раздевалке, они разрушают поединок. Вот мне кажется, уверенность Даулета его переломила. Почему? Потому что вчера на Страдауне он был совсем другой, и на пресс-конференции совсем другой. И вот это, знаешь, неуверенность, Жуман не даст соврать, как боец, который часто выходит, она сковывает, нереально сковывает, да, то есть, и это надо было перебороть. Он это не смог. С первой минуты первого раунда он начал уже такой, знаешь, как испугавшийся драться. Ну, не в обиду сказано, имеется в виду, так выглядел со стороны, да, то есть неактивно вступал в драку, да, грубо говоря. Хотя парень очень такой сильный именно в плане борьбы. Он, допустим, он даже в борьбе ничего не смог показать. 9 лет за сборную России, говорит, да, боролся, что-то такое. Нельзя ничего не сказать про Саралапова, потому что этот парень, мне кажется, может легкий вес очень усилить, очень будет конкурентный там и с топами тоже. Сегодня вообще было много ребят, которые в легком весе, сейчас если добавить, уже у нас, мне кажется, как минимум 10 человек, которые, в принципе, и в медийке неплохие будут, могут разговаривать. Хороший уровень боев показывают, что и, собственно, Данилов Иван, что Кудайбергенов тоже очень классное усиление, и что Саралапов. Мне очень понравилось его выступление. Понятное дело, что тоже соперник вышел там на дневном уведомлении, но насколько он хладнокровно к этому бою подошел, просто взял, сделал свое дело, спокойно победил. Знаешь, каждая лига, вот чем ты все время мне вопрос
до этого задавал, ну и как бы интересовался, я старался тебе ответить. Сейчас я понимаю, знаешь, одну вещь. Чем ценится лига? Лига ценится вот такими архивными поединками, на которые мы имеем право в плане контента, и историями. Вот сейчас я сегодня смотрю, что историй реально много. Историй реально много в Найзе. И вот этот парень, о котором мы там один раз в жизни поговорили, да, он подрался с одним из представителей Азербайджана. С Рамином 7-0, Султановым. да, Рамин, который сегодня является чемпионом UFC, да, Хабиба лиги. Он его выиграл там, не знаю, прям доминирующе. И скромный такой парень, да, уже у него 3 поединка, 3 побед досрочно. До этого выиграл 2 пацанов, которых там рекорд был 7-0 или 5-0. Одного в UFC, второго в Найзе. Вот она история. Сейчас, если им заняться грамотно, да, там, вот, а мы займемся, уже такая крутая история нарисуется. Это, знаешь, один из таких бойцов, который мало говорит, но мало кто с ним вообще хочет драться. И вот я думаю, что не зря Ельжан Гасанов отказался с ним. Почему-то, мне кажется, была такая неуверенность, что он не сможет его выиграть, да? А какие-то варианты вот у тебя есть сейчас? Например, не знаю, там есть Донченко, Каныбек, есть тот же, не знаю, Кудайбергенов, который сегодня себя хорошо показал. Есть теперь и Данилов, есть Фаниль, есть Нариман Абасов. Огромное количество ребят реально в легком весе. С кем Саралапу удраться? Просто, опять же, наверное, ему нужен какой-то серьезный вызов, потому что он проходит серьезных ребят, но нужен кто-то, кто будет уже теперь на него готовиться. Знаешь, он правильно сказал. Он говорит, поставьте меня в карт, там, где будет драться, там, или за титул и так далее. И если будет какая-то определенная замена, я выйду на замену, да, там, он будет в карде, и он как бы, знаешь, такие соперники хороши вот этим. Возможно, там, изначально на него никто не захочет, как бы, ставить, знаешь, это не то, что там, типа, боимся или там еще что-то. Ну, как бы, сильный, но не медийный, да, грубо говоря, там, проиграешь, потеряешь много, выиграешь, не особо выиграешь, да, то есть, и для этого надо подработать именно в плане медийки над ним. А что касается его, надо сперва еще и с весом определиться. Он растет, он молодой, и мне кажется, в 70 килограмм сможет ли он в дальнейшем вообще делать этот вес? Вот этот вопрос. Просто если он выйдет против Кудайбергенова, мне кажется, он тогда может претендовать максимум на статус претендента на титул. А вот да, сегодня, если они между собой, допустим, в последующем их захотят. А мне кажется, Саралапов — это тот, кто готов там с топ-2 этого рейтинга побиться и так далее. Парень, правда, очень. На самом храпу деле, может взять. Я полностью согласен. Почему? Потому что вот 2 раза, я же говорю, этот поединок, там, замена сегодня произошла. Ну, как сказать, я даже его не смотрел, если честно. Я просто 150 или 200% был уверен, что он выиграет. Ну, то есть так получилось. Извиняемся перед нашими фанатами, но при этом, при всем, его нельзя было убирать с боя. Почему? Потому что это уже 2-й раз произошел бы. Но были 2 момента, когда его выставляли и как на убой вели. Типа, иди. Ну, проиграешь, ничего не проиграешь. Выиграешь, зверь, красавчик. И он выиграл. Выиграл уверенно, выиграл сильнейших с рекордом 7-8-0. И вот этот, представляешь, да, сейчас Раминов, да? Рамин Султанов. Рамин Султанов. Он чемпион какой-то определенной лиги, да, ну, UFC, да, нашей тоже дружеской лиги. Стоит с поясом, у него там 8 побед и 1 поражение. И когда заходит в это поражение, там парень с нулевым рекордом, да, грубо говоря, также. Вопрос к Жуману. Жуман, ты сегодня по-любому смотрел очередной этап полуфинал Гран-при. В финал вышла команда Орлан. И теперь, так как ты посмотрел сегодняшние бои, знаешь ребят из команды Дартим, хочется какой-то прогноз, наверное, на это противостояние. Как думаешь, насколько конкурентно выйдет и кого видишь вообще победителем и финалистом Гран-при 2024 года? Бүгін Арлан командасы өзінің мықты екенін дәлелдеді. Өйткені маған өзіме ұнаған 61 килограмм салмақта, одан кейін 77 килограмм салмақта өнер көрсеткен жігіттер ұнады қатты. Иә, одан кейін финалда осы Дартиммен кездеседі. Бүгін куәгер болдық сол. Енді мен үшін Дартим командасы өте ыстық, оны білем. Сол себепте шын мықты жеңіске жетті деп ойлаймын. Бірақ енді екі командада мықты жауынгерлер бар. Сол себепте менің прогнозым бұл жерде 50-50. Алдында Дөп басып айта алмаймын қай команда ұтады екен. Өйткені екі командада мықты жауынгерлер бар, екі командада.
алдында бұл жекпе жек осы жаңағы гран-при болмастан бұрын бұл жерде төбет командасы тұрды ғой. Төбет командасымен шықпастан бұрын сол кезде мен ойлағам мына Дартим финалда Арлан командасы алға шығатын болса, бұл жерде енді Арлан командасы бүткіл қазақ жанкүйерлеріне қазір өзінің легионерлерімен танымал болып қалды да. Енді Арланды бәріміз білеміз ғой, бірақ Арланның қазір жоқ екенін де бәрі біледі. Бұл Қостанайда қалып өздері ары қарай жұмыстарын жалғастырып жатқан өте сондай қуанышты сәт деп ойлаймын. соның ішінде бұлар барды 4-5 легионерлерді алып келді Россиядан. Ол ешқандай ережеге қарсы келмейді. Я хотите, делайте, то есть привозите бойцов там хоть откуда, хоть с Америки и так далее, и так далее. Главное, выступали, представляли ваш клуб. И что они сделали? Они привезли этих бойцов и сделали это противостояние интересно. Почему? После первого их выступления, когда они мангистаускую команду, можно сказать, разгромили, выиграли 4-1, да, насколько я помню, или 4-3-2, очень много фанатов об этом говорили. И теперь они выходят в финал. Еще произвели 2 замены. Сегодня вот у меня, когда я комментировал, спрашивали, почему типа другие ребята не тогдашние. Я говорю, в каждой команде по 2 человека в весе. Это нормальное явление. Они дали заявку и они дерутся. Теперь посмотрим. Знаешь, такой тактический ход был. Я видел тренера, который представлял эту команду. Я знаю его не понаслышке, мы общаемся очень хорошо. Он Жарас, он с Костаная. И когда он выставлял, это такая тактическая уловка была. Выставил все-таки и пацанов с Казахстана, титульных, казахов, да, грубо говоря. И были ребята, что-то вот этого хейта не было. Я так думаю, что выставил, все-таки сделал. И тактически он правильно сделал. Еще и один проигрыш у них произошел из-за того, что вес не смогли сыграть ребята. Наоборот, победа. Да, победа была, да. А первый бой досрочный же, да, в первой Да, минуте. там попадание на 10-й секунде. Да, там же была интрига, если вы не забыли. Там была интрига, то есть последний бой, если бы в первом раунде закончился в пользу команды Нурбатыра, был бы счет равный. 12-12. Да, 12-12, представляешь, если бы такой счет равный был, это реально такой. Пришлось бы как-то решать, да? У меня еще вопрос не по турниру Найза 59. Раз здесь сейчас сидит Жуман, мы, в принципе, это обсуждали у нас на подкасте, не знаю, смотрел ты или нет. Наби Набиева уволили из Лиги Хардкор. Если говорить про какие-то большие бои для Лиги Найза, бои, которые могут привлечь много внимания и за пределами Казахстана, реванш Набиев против Жумана в Лиге Найза. Интересно тебе это? Знаешь, вот его выгнали с лиги за какое-то определенное аморальное поведение, да? Как смысл, да, то есть браться за бойца, который там, реально за какой-то там... За что его убрали? Там массовая драка была, просто смотри, у Жумана же есть добродетели, они Да. прикрывают плохие поступки Наби. Вот такой баланс будет тогда получается. Плохой Наби, хороший Жуман. Наоборот. Понимаете? Да. Да. Давай у Жумана спросим, нужен ли ему этот поединок. Я вот сейчас, пока Жуман не начал, я скажу вот так. Мы все знаем прекрасно, что Жуман никогда не отказывается от поединка. Знаешь, я считаю, что это не нужно. Послушаем Жумана. Бұл жекпе-жекте енді сөзін шыны керек, мен ондай жігіттердің бірі емеспін, ұтылдым деп жылайтын там. Ұтылдым, сөзсіз ол мықты болды сол күні. Бірақ мен оған лайықты қарсылас көріп тұрған секілдімін. Бүгін кеште оған тек қана лайықты қарсылас, оны тоқтататын мен Көшенді көріп тұрмын. Көшен? Иә. Көшенмен міне қызықты жекпе-жек болатын еді. Әрине, егер Наби келісетін болса, аузын ашып көп ақша сұрамайтын болса, Көшен оны сөзсіз тоқтата алады. Даже я понял перевод, да, я просто думаю по поводу добродетелей Жумана, насколько парень добрый, что предлагает бой. Мен үшін бұл жекпе-жек шыны керек қызықсыз, қызықты болатын еді, егер тең-бе-тең жекпе-жек көрсеткен сәтте. Сол секілде ұтылдым, оған тек қана жақсылықтар тілеймін. Енді бұл лигаға келетін болса, мен Көшенді ғана көріп тұрмын. Еще хотел добавить интересный момент по поводу замен в Гран-при. Ты видел, что Дартим выставили Вадима, своего тренера по кикбоксингу? Вот я не понял, это было для Стардауна или реально он выйдет? Я не знаю. Он реально будет драться? Да нет, для Стардауна? А я его спросил, он говорит, а я не против. Но я вот недавно мы были на мероприятии Дартима, я тогда видел, как он танцует, и он мне показался таким, знаешь, не просто, не в плохом смысле безбашенным, когда он танцевал, и мне кажется, он и подраться может. В смысле, в октагоне. Я еще, знаешь, когда Вадим вышел... Бесстрашно. Когда вышел Вадим, я думаю, сейчас еще Эдуард выйдет, против кого-то. Эдуард, кстати, вот он тоже может.
Там такой соперник еще, Жмагалиев же. Он только боролся сегодня. И Миша говорит, как вообще, Вадим? Он прям всерьез воспринял, что сейчас, да. Прикольно. Ну, это Нострадамус. Там же у нас Алиби, да, кажется, да? Пернебеков Алиби же в его весе, да. Алиби, подрастающий, я думаю, ну, все гран-при для вот таких ребят, как Алиби делалось. Но Как вот эти ребята, которые здесь присутствовали. у него 2-0 или 3-0 у Алиби? Уже 2-0. Уже. Дидар, какие-то темы у тебя остались еще? Мне кажется, Кудайбергенов остается только с Даниловым, потому как мы вскользь прошли по этой теме. Помимо бонуса, хорошо, там, это уже должна решать организация. Я скорее о будущем этих парней, потому как крутая история, когда парню из другой страны после боя, когда он проиграл, аплодируют трибуны. Это, мне кажется, это такое признание. 100%, мне кажется, если есть какая-то золотая коллекция боев Найза, ну, Есть, у однозначно. каждого, наверное, она есть, то этот бой заслуживает там места. Но я когда после боя к Рустему подошел, он говорит, в первом раунде руку сломал. И он, получается, с одной рукой он 3 раунда отодрался и победил. Заслуживает, мне кажется, бонус это. Но ты забываешь, Классный что поединок. ты еще в углу у него был. Это Ну, я компенсирует поддерживал сломанную своего брата как бы. Знаете, я, ребята, не то чтобы я не хочу бонус заплатить, я просто вот так хочу объяснить зрителям и бойцам популярно. Бонус во всем мире, то есть мы делаем, подписываем контракт с бойцом, мы платим ему какой-то определенный гонорар за участие, там, ну, скажем, в случае, там, допустим, такого уровня бойцов, это там, ну, 1,5 плюс 1,5 или 2 плюс 2, да, $1000. И за победу, да, какой-то определенный, вот он и называется бонус за победу. Ну, то есть, когда бойцы просят бонус, они видят, как в UFC это происходит, как в других организациях происходит, но бонус, он исходит из заработка организации. То есть организация на этом турнире заработала, там, грубо говоря, там, ну, скажем, давай в тенге, там, 100 миллионов тенге. И тут меня просят поделиться. Давай делиться, там, ну, доходами, грубо говоря. Сейчас слава Богу, слава Всевышнему, мы потихоньку приходим к тому уровню, когда мы начинаем уже в ноль выходить. То есть не то, чтобы мы не говорим о заработке, мы говорим о ноль. Это индустрия. Она должна и бойцы, и фанаты, которые... Мне нравится, что они хотят участвовать в этом. И мне нравится, что... Но они тогда должны понимать, что чтобы боец заработал, то есть помимо своего гонорара, там, бонусы и так далее, они должны покупать. По 1000 тенге, но покупать. И тогда тысячами, сотнями, миллионами мы сформируем здесь бонусы за... Покупайте подписку, покупайте мерч, покупайте билеты. Тогда у нас будет из чего платить им бонус. Мне кажется, важно, что ты это проговорил. И знаешь, когда я просил тебя бонус при зрителях... Широта моей души, она так хотела сказать, забери квартиру, честно скажу. Ну, я не то, что хвалюсь, но так хотела сказать, но просто нету ее. Чью квартиру? Этой квартиры нету. Да. А так чуть не отдал, отвечаю. Лигу Найза смотрит очень много хороших людей. И мне кажется, что кто-то из зрителей, может быть, кто-то из зрителей с телеэкранов, у него что-то Я знаю, ёкнет на в кого-то сердце. намекал, на Мульдур Сюиншалы. Кстати, вот она сзади. Мы поговорим с ней. Кто-то из зрителей, мне кажется, точно обратит внимание на этот бой, потому что бой крутой. Ну, кому ты выбиваешь Вы- бонус, я просто не понимаю. Не, У кого-то нет, не, смотрит не. много народу. Вы не заметили одну вещь, что произошло после боя Кошена. Кошен свой весь гонорар отдал Да, мы это сказали. Очень благородная пользу паводковой ситуации, ну, Своему аулу. своему аулу. Вот ему, я не стал говорить, но я сейчас поработаю над тем, чтобы ему, пускай он отдаст, но я ему еще и возобновлю гонорар. Постараюсь, да, это сделать. Почему? Потому что, ну, тоже немалые деньги, но при этом, при всем, очень благородный поступок. Когда видишь таких ребят, которые, знаешь, бескорыстно говорят, я свой гонорар, он, представляешь, там, всю свою подготовку прошел, и весь свой гонорар отдает нуждающимся людям. Вот это для меня человек, вот это для меня батыр. Я не говорю, что там другие бойцы это не сделали, но просто Кушен, видишь, вот так поступил, и для меня это ценно. Для меня это ценно. Вот над этим надо поработать. Сейчас восстановить ему по мере возможности, если есть такая возможность, гонорар. Надо над этим работать. Но и фанаты, и бойцы должны понимать одну вещь. Мы не жадные. У нас просто нет этих денег, чтобы платить всем бонуса. Мы делаем турниры, мы платим гонорары. Если были бы там дополнительные деньги, мы обязательно заплатили. Но вы сможете эту ситуацию поправить. Вы можете вместе с нами покупать нашу подписку, билеты, мерч. И тогда, чем вас больше будет, а вас по чуть-чуть, то есть по 1000 тенге, тем больше бойцы будут зарабатывать. Я по Кудайбергенову просто добью вот этот момент. Он экс-чемпион Алаш Прайд. Это не ускоряет его путь к титулу у нас? Ну, знаешь, я вот так посмотрел на него.
Мне кажется, вот он не за поясом пришел. Он пришел подраться. Вот я помню, что я много раз говорил, вот мне нравятся такие бойцы. Он не в титульной гонке, он не, как сказать, не пришел сюда там взять титул и потом убегать. Этот парень пришел драться. Пришел драться, такие ребята остаются в истории. Жуман сразу улыбался, понимает, что говорят о нем. Это как Жуман, это как некоторые бойцы. Их немного, но это очень скрашивает лигу. Я считаю, что очень классное приобретение для Найзы Кудайбергенов. Это шикарный боец. Миша должен добавить. И Данилов. Да, 100% и Данилов. Однозначно. Данилов, это, знаешь, вот этому парню не хватило, знаешь, опыта в его 2000 какого года он? 2000... Ему 22 22 года. года. Слушай, у него еще 22 история года. очень интересно, потом тебе расскажу. Прям очень А интересно. почему сейчас не говоришь? Могу сейчас рассказать. Давай, Он расскажи. вообще работает в храме, иконы пишет. Не пьет, не матерится. Очень такой достойный парень. Красавчик. То есть для него это вот то дело, только то дело, которым он занимается. Добро с Не для кулаками, да? трэш-тока, не для чего-то еще. Алиаскар, будет реванш? Я считаю, надо сделать реванш, надо дать отдышаться этим двум пацанам и подготовиться хорошо к этому бою и подраться. Алиаскар был недоволен, я это видел. Знаешь, я был недоволен, ну, в смысле, я был недоволен из-за того, что он недоволен. Потому что я понимал, насколько важен был для него этот поединок, насколько важно было для него вообще в целом возвращение. И такой бой, можно сказать, для него неподготовленным соперником, и он как-то так спорно для него прошел. Хорошо, что ничью дали. Я честно тебе скажу, я думал, что победу отдадут узбекскому файтеру. Ну, по моему мнению, так показалось. Что где-то чуть-чуть он в преимуществе выиграл. Но, видишь, отдали ничью, как бы. Я считаю, это такая... Вот, когда там, видишь, чуть-чуть преимущество, я всегда судьям говорю, если вы видите такое преимущество, ну, если есть ничья, посмотрите там внимательно, и я думаю, что ничья это хороший, помните, как в спорном бою с Достаном и Султаном, да, там был момент такой, когда можно было дать ничью, да, грубо говоря. Ну и, кстати, Багдатом и Казбеком. Ну и Багдатом, Казбеком. Не, ну, там-то чемпионский бой, чемпион был, там уже ничьи нету. Правда, что 71 килограмм составлял вес узбекского бойца? Знаешь, это надо проверить, посмотреть, я точно не помню, но перевесил он однозначно. И Ильжан Алиаскар даже, знаешь, вот это его благородный поступок обернулся для него, видишь, такой, как бы, ну, не сказать, что там рискнул он сильно, но при этом, при всем, это, вот мы помним такой случай, помнишь, Фаниль Рафиков, Машрапов, тоже, да, там, Забу, они соглашаются, они договариваются, У соглашаются. Жумана с Набинабиевым то же самое же было. Ну, с Жуманом, да. Не, ну с Жуманом, смотри, тут эти ребята на замену вышли, а у Жумана был обман полнейший. Они ему сказали, сделай вес обязательно. То есть, если не будет, и приехали туда, и он не сделал вес, заставил Жумана гонять, а сам не согнал, и все. Также и с Магой Кабардиевым, с Грозиным был. Тоже на 3-4 килограмма, что ли, перевесил. И все это приводит к определенным последствиям. И все мы их знаем. Медийный пояс. Это вообще возможно в Найза? Что Усербай просит? Знаешь, вот я вчера стоял, давал интервью, и я говорю, что вот такие ребята, как Усербай, они делают историю. Вот ты как ему скажешь, что это невозможно? До этого момента я даже не думал, что такое может быть. Сонда Найзада БМ всех то было. Конечно, я смотрю, вот вот это не просто актер, да, с Келинджана, это боец, который дерется, мы его и в первом поединке с иранцем видели, и во втором поединке, он с такой уверенностью уходит, за него фанаты пришли, за ним толпа прет, он с хорошей такой композицией вышел, он умеет себя преподносить, многим бойцам надо у него поучиться еще, не то что трэш-току, а как себя вести, он же не кричал нигде, что он убьет соперника, он нигде не рвал, он в гостиницу никуда не стучался, не приходил, но при этом при всем он привлек внимание аудитории, здесь орали все, певцы такие знаменитые вместе с ним вышли. И он, знаешь, как бы, вот со всей своей скромностью, при этом при всем, я вчера просто наблюдаю, сторисы, там, рилсы вытаскивает. Ну, коры мочит. Серьезный парень коры мочит. Хорошо мочит, красиво там. Даже там бывало где-то, кто у него там на русском интервью хотел взять? Вот это как раз-таки девчонка. Менеджер Булачева. Улжан, да? Да, она хотела взять интервью, и что-то там на русском, и он как бы специально там кривит языком, начинает прикалываться, и как бы, знаешь, он знает, что нравится аудитории, молодец, он работает над этим. И многим бойцам надо у него поучиться вот этим вещам. То есть, хоть не сказать, что он там 15 тысяч зал соберет, но тысячная качественная аудитория за ним придет, это однозначно. И такие бойцы, они ценны, хоть они там не то что БМФ, а какой-то там космический пояс попросят. Здесь нет такой олимпийской хартии, каких-то определенных заключенных правил. Да? Это бизнес, это бойцовский бизнес. Здесь можно сделать то, что хотят зрители. И это мы сможем сделать.
Нет, мне просто интересно, кто из певцов, из актеров. Я таких не Нет, видел. знаешь, мы можем посмотреть из числа... Вот не знаю почему, но мне как бы в голову пришел такой... не Корней, а этот старший, как? Ой, не надо, мне кажется. Не-не-не, как? Артем Тарасов. Артем Тарас. Вот почему-то он мне на ум пришел. Мы только что отказались от Марселя и Почему-то. Ануарбека. Вот я не знаю, ну как типа с другой стороны, да? Артем Тарасов, да. Старший, да? И они Во-первых, вес изначально совсем вообще разный. должны были подраться в рухфайтинге, да, как я думаю. Но интересно было бы получить. Корнеем? Да. Нет, Или Артем? Тарасовым. Тарасов. они- Не из-за того, что они типа хайп... Я говорю, если мы говорим про медийный пояс, то это же должен быть или актер, или У какой-то... нас, знаешь, вот какая идея была? Да. Жандарбек дебютировал в кино. Даем ему пару недель на тренировке, Ага. красят волосы в белый и дерутся. С Даулетом? Ты кровожадная. Это Да, правда. Жандарбек уже под 80 весит. Этот на Скинет, 62 скинет. дерется, да? Алпсеке турист. Артем Тарасов вообще в тяжелом весе выступал. 75. 75. Да. Я промежуточный. 65 он дрался. Вот это вырежьте, не оставляйте, а то я что-то... Я перепутал. Окей, я вижу, что Жуман посматривает на время. Я думаю, что это сигнал, чтобы нам... Он же недавно, ну как уже год прошел, как женился. Ну, не так, не год, но так немного времени прошло. Я его понимаю, почему? Потому что 100 пудов Кельн дома сидит, говорит, где ты, Жуман? Я хотел это сказать, но не стал. Да, друзья, хочу вам напомнить, что 18 мая нас ждет грандиозный совместный турнир Найза и Лига Fight Nights. 3 титула на кону. Кроме того, 11 мая выйдет турнир Найза 60. Тоже смотрите у нас в социальных сетях. Не забудьте подписаться на все наши социальные сети. Это и Инстаграм, и ТикТок, и Ютуб. На сайте Найза ТВ можно покупать билеты на грядущие мероприятия. Также можно покупать там трансляции и голосовать за любимых вами бойцов. Всем спасибо. Можно я скажу на двух языках? Первый казахский. Я достар мына 11 мамырда шығатын біздің Найза 60 атты жарысымыз. Ол сол күні өтетін жарыс емес, ол жарыс өтіп кетті. Біз сіздерге оны көрсететін сол кезде көрсетеміз. Дорогие друзья, то, что выйдет 11 мая, это не турнир, который будет в эту дату. Этот турнир уже прошел, и мы вам покажем запись. Так что не хотим никого обманывать, но бойцов очень много, и им нужны бои, и мы ради этого так делаем. Так что не обижайтесь, но очень интересный карт, и яркие имена обязательно присутствуют. Да, не обижайтесь, 18 мая совместный турнир. Это реально большой будет турнир. Здесь Большой, вот на это большой, Алматы-арене. да. Кстати, Интересный, туда уже- так что покупайте билеты, пока они еще есть. Прощаться будешь, Дидар? Не знаю, я никому не, мне кажется, Ни с кем не здоровался, поэтому Да, буду прощаться. не сломаю что-то представление о мире ММА пространстве. Но One, к примеру, тоже в записи показывает турниры. Это нормальная практика, так что все, Нет, до скорых ну, знаете, встреч. Просто, чтобы люди не думали, Да, что да, это да, типа да. тогда проходит, да? Да, Потому да. что многие пишут мне вопрос, типа, Будут писать, сегодня бонус, проходит, бонус где дайте. билет, где этот? Я говорю, ребята, этот турнир прошел, мы показываем записи, чтобы не обманывать никого, чтобы люди знали, что это в записи, ради бойцов делается, потому что одного карда реально мало, приходится делать 2 карда. Ну, скорее всего, будем в будущем и 3 карда делать. Всем спасибо. Баршанзгар Ахмед. Всем пока. Друзья, наша команда создает уникальный контент в рамках нашего промоушена. У нас происходит здесь интервью, снимаются подкасты, монтируется много-много видеоконтента. И видя, как многие из вас, которые посмотрели это видео, являются не подписчиками нашими, мы, конечно, хотим попросить вас, подпишитесь. Для вас это 5 секунд времени, даже можно сказать секунда. Но для нашей команды это очень большая награда от вас. Так что не жалейте комментариев, лайков и подписок. Ждем вас.